Здравствуйте, дорогие телезрители, болельщики и просто любители футбола. В эфире передача «Про футбол». Передача, благодаря которой вы будете в курсе всех главных и интересных событий в жизни якутского футбола. В сегодняшнем выпуске вас ждет обзор домашней игры «Зари» против Ишим Тюмень-2, а также наша новая рубрика «1 на 1», в рамках которой мы взяли интервью у универсала мини-футбольного клуба «Заря» Руслана Гаязова. Ну и напоследок мы рассмотрим чемпионат республики по мини-футболу. Итак, поехали! 25 января в рамках 16-го тура высшей лиги подопечные Олега Марченко принимали, пожалуй, одного из самых неудобных оппонентов мини-футбольный клуб Ишим Тюмень-2. Счет встречи открыли хозяева площадки. Никита Евтушенко забрасывает мяч в штрафную тюменцев, а там Александр Величко выигрывает верховую борьбу у вратаря. А далее Антон Кусов мощным ударом отправляет снаряд в сетку ворот. 1-0 на 10-й минуте Заря выходит вперед. Ответный гол гости соорудили 8 минут спустя. Сначала идет розыгрыш углового, а далее мяч доходит до Амира Вахитова, который мастерским ударом и сравнивает счет 1-1. Ближе к концу первого периода Заря вновь выходит вперед. И снова гол на свой счет записывает Антон Кусов 2-1. А на 33-й минуте игры капитан тюменской команды Олег Исаев, разобравшись с двумя защитниками, мощно выстреливает в ближний угол. Снова ничейный счет. До конца встречи обе команды имели множество шансов, чтобы выйти победителем из этой битвы, но забить так никому и не удалось. 2-2 – боевая ничья. Ну, я думаю, что матч был сегодня очень такой боевой, я думаю, красивый и очень, наверное, для болельщиков интересный. И, наверное, все-таки вот тот результат 2-2, он, наверное, все-таки закономерен. Ну, хотя и та, и другая команда могла выиграть, но я все-таки считаю, что результат по игре. Хочется, значит, мне в первую очередь поблагодарить своих ребят, которые проявили характер, проявили характер. Ну и команда «Заря» тоже показала очень хороший, качественный футбол, поэтому я доволен сегодня и результатами, и качеством игры своей команды. Игра была очень тяжелая. Команда находится в лидерах. Всегда с этой командой играть очень тяжело. Обученная команда. Но ребята старались, тем более играли дома при своих зрителях. Считаю, ничья, закономерный результат. Где-то нам не повезло, где-то им не повезло. Но ребята старались, в общем, огромное им спасибо. Молодцы. Всеми играми доволен, да, всеми играми доволен. Хотелось бы, конечно, победить последнюю игру, потому что все игры выиграли после Нового года. Сегодня такая ничья. 50 на 50. Ребята молодцы, старались. А теперь мы переходим к нашей новой рубрике, которая называется «1 на 1». В ней будут вестись беседы, благодаря которым вы можете поближе познакомиться с главными героями якутского футбола. Руслан Гаязов, 24 года, позиция универсал, игровой номер 9. Руслан присоединился к дружине Олега Марченко в старте этого сезона. На данный момент в его активе 13 сыгранных матчей и 4 забитых мяча. Герой нашей рубрики родился в Башкирии, в семье, где спорт ценится очень высоко. Отец Руслана активно занимается лыжными видами спорта, а мать работает в сфере лечебной физкультуры. Старший брат с детства занимается мини-футболом. Итак, Руслан, мы еще раз вас приветствуем в нашей студии и, собственно, давайте перейдем к беседе. Текущий сезон. Заря занимает 5-е место. И как лично для вас продвигается сезон 2013-2014? Да, здравствуйте. Спасибо, что пригласили на эту передачу. Мы занимаем ту позицию, которую мы должны занимать, на мой взгляд. Впереди плей-офф, надо закончить достойно. В тройке, думаю, это будет очень хорошо. И попасть на команды и выигрывать дальше. А какой период этого сезона для вас был, наверное, самым тяжелым? Не то чтобы в начале, конечно, это где-то тур 3-4, потому что я получил травму, играя против своей бывшей команды Ишим Тюмень-2. Повредила, конечно, боковую связку коленную. Вот это был тяжелый период восстановления. Благополучно все хорошо. Месяца полтора я полечился и восстановился. А вот раньше вы играли на позиции защитника, а потом играли на позиции нападающего, и в команде Олега Марченко вы играете на позиции универсала. Скажите, вам больше нравится играть более в атакующем плане или же сзади? Мне нравится, думаю, что это моя стартовая скорость на короткую дистанцию, на 3-5 метров. Игра 1 в 1 против соперника. Ну и еще в защите, отбор мяча.
И это, думаю, что мои сильные стороны. Вы присоединились к дружине Олега Марченко в начале этого сезона. И вы уже сыграли достаточное количество матчей. И что вы можете сказать по пройденному этапу в вашей карьере? Адаптация прошла хорошо, я прилетел, все меня встретили, все подбодрили, показали, как, кто, где, что. Мы были еще знакомы до того, как я играл в этой команде. Все в рабочем режиме, как и в любой другой команде, пришедший игрок новый, все в рабочем режиме. Что вы можете сказать про тренерскую работу Олега Марченко? Ну, прежде всего хочу сказать, что Олег Михайлович очень хороший человек, и он достаточно опытный тренер. За его плечами много лет проведено в высшей лиге. Я уважаю любого решения. Как вы думаете, в чем главная сила коллектива Олега Марченко? Ну, так, на мой взгляд, прежде всего, это, конечно, сплоченность команды. В трудные минуты мы всегда можем и вытаскиваем игры. Ну, все здорово пока. Помимо основного вида деятельности, какими-нибудь другими видами спорта вы занимаетесь? Ну да, мне больше нравится, конечно, плавание. Люблю ездить, в другие страны. Хотя я немного где побывал, но плавать в бассейнах и на морях – это мое вообще. Может быть, если бы не футбол, может быть, бы стал пловцом. У каждого спортсмена есть какие-то суеверия. Есть ли они у вас? Лично за себя скажу, что у меня такого нету, что что-то я там, как многие делают, или начинают кет одевать справа, с левой ноги, там, или сидят с опущенными головами, думают о своем. Нет такого. Всегда, как обычно, ничего. На матче «Зари» регулярно посещает немалое количество людей. Что вы можете сказать про поддержку, про фан-сектор? Да, спасибо им отдельно. Очень здорово, хорошо. Особенно на каких-нибудь дерби, особенно с Алмазом, была колоссальная поддержка. Мне очень понравилось, мне нравится играть. Да и думаю, всем нравится вообще. Прежде всего спортсменам, когда приходят болельщики и болеют за родную команду. Это здорово. Каковы ваши главные цели? Ну, прежде всего, это до конца залечить травму и начать полноценные тренировки. И, конечно же, выиграть с командой «Зарей» как можно высокое место. Получить медали, очень этого хочется. И надеюсь, и жду. Потому что команда у нас хорошая, игроки собраны хорошие. Думаю, что у нас все это по силам и получится, думаю. Ну и напоследок, Руслан, что бы ты мог пожелать нашим телезрителям? Поздравляю всех с успешной Олимпиадой, занявшей первое место, сборная России. Ну и спасибо телезрителям и всем болельщикам, конечно, что приходите на футбол, болеете за нас. Ждем так же, как и всегда, вашей поддержки. Занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни. А на этом наша новая рубрика «Один на один» подходит к концу. Я напомню, что у нас сегодня в студии был замечательный гость, универсал мини-футбольного клуба «Заря» Руслан Гаязов. Руслан, мы еще раз благодарим, что ты пришел к нам. Желаем тебе дальнейших успехов и скорейшего восстановления. Спасибо. Ну а мы идем дальше. С 19 по 23 февраля площадка Дворца спорта «50 лет Победы» снова стала местом мини-футбольных баталий, но уже в республиканском масштабе. На протяжении 4 дней проводился республиканский чемпионат по мини-футболу, участие в котором принимало множество команд из разных районов республики. Чемпионат республики по мини-футболу проводится ежегодно, но в этом году особенно, что в рамках чемпионата по мини-футболу будут разыграно 8 путевок на финальные игры, которые пройдут на 6-е спортивные игры народов Республики Саха-Якутия. Но там будут принимать участие 12 команд, поэтому еще отборочный раунд будет проходить через 2 недели в селе Амга. В этом чемпионате республики принимает участие 29 команд. Почти все команды всех улусов и районов представлены. Отрадно, что большое количество сельских, северных улусов. Многие ребята не боятся играть с грандами мини-футбола республики, хотя и есть разница, но я думаю, что на данном чемпионате многие покажут сюрпризы, которые удивят многих, я думаю.
первых встреч первенства началась жесткая борьба за право называться сильнейшими в республике. Все игры были полны борьбы и эмоций. По результатам сыгранных матчей в финал вышли команды города Якутска и Нюрнбергского района. Первый период был полон опасных моментов, команды обменивались опасными атаками, но взятие ворот так и не случилось. А случилось это во втором периоде. Счет встречи открыла столичная команда. Через некоторое время нюрнбергцы сравнивают счет 1-1. Далее команде Нюрнбергского района за 6-й фол назначается пенальти, который выводит команду Якутска вперед 2-1. Концовка игры получилась богатой на события. Сначала игроки команды Якутска после жесткого стыка, результатом которого стала травма у нюрнбергца, забивают свой третий мяч, после чего на площадке началась потасовка. Возобновив игру, футболисты столичной команды проявляют фейерплей, забив собственные ворота 3-2. Этот же счет остался до конца матча. Таким образом, команда города Якутска завоевывает чемпионство. На втором месте турнир завершают игроки нюрнбергской команды, а третье место заняла команда Мирнинского района. Остальные 5 путевок на Игры народов получили команды Усть-Майского, Ленского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского и Намского районов. А на этом у нас все. С вами была передача про футбол и Влад Сергеев. Смотрите футбол, любите футбол, болейте за наших. До скорых встреч. Пока. Марта в Центре спортивной подготовки «Триумф» состоится личный чемпионат Республики Саха-Якутия по борьбе самбо памяти спортивного журналиста и комментатора Вячеслава Гавриловича Степанова. Начало соревнований в 10 часов. Справки по телефону 34 17 08. С 12 по 16 марта во Дворце спорта 50 лет Победы состоится чемпионат Республики Саха-Якутия по баскетболу. Чемпионат является отбором команд для участия в финальной части 6-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Предварительные заявки принимаются по телефону 34 17 08. Уважаемые любители вольной борьбы, с 14 по 16 марта в Центре спортивной подготовки «Триумф» состоится личный командный чемпионат Республики Саха-Якутия по вольной борьбе на призы Николая Николаевича Тарского. Чемпионат является отбором для участия в 6-х спортивных играх народов Республики Саха-Якутия. Начало предварительных встреч 15 марта в 9:00. Справки по телефону 34 17 08 33 23 45. С 29 по 31 марта во Дворце спорта 50 лет Победы состоится 10-й чемпионат и первенство Республики Саха-Якутия по фитнес-аэробике в зачет 6-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Открытие соревнований в 11:00. Заявки и справки по телефону 8 914 229 59 12, 8 914 280 88 96.